Могила Андрея Кремса и его супруги расположена на Ухтинском мемориальном кладбище. Здесь практически всегда ухоженные свежие цветы. Благодарные потомки не забывают подвиг, который совершил ученый в годы бурного промышленного бума. Это во многом благодаря его расчетам и теории газовые нефтяные нитки из Коми на северо-запад и в центр страны были построены и запущены, сквозь тайгу, реки и болота. Тогда, в условиях полного бездорожья, в это мало кто верил. Какие-то томительные минуты всеобщей тишины и ожидания. Итак, открыто месторождение нефти. Значит, предположения геологов и его Кремса прогнозы сбылись. В музее-квартире Андрея Яковлевича можно подумать, что ученый работает по сей день. Все очень опрятно и творчески здесь расположено. Мемориальное помещение находится по адресу Кремса 3. До 1975 года, года кончины ученого, улица носила название Студенческой. Увековечить имя тогда решили ухтинцы. Иначе и быть не могло. Своей работой он прославлял и Ухту. Так она становилась газово-нефтяным центром. Между тем, в Ухте уроженец Азербайджана оказался не по доброй воле, а будучи осужденным на 8 лет лагерей по ложному доносу. Но впоследствии ученый принял решение связать свою жизнь именно с этим северным краем. Пока защита еще не началась, идут кулуарные разговоры. Но когда коснется дела, Кремс оппонент взыскательный, строгий. В начале 50-х годов это было сложное время для нашей геологии, для геолого-разведчиков, когда стоял вопрос о том, будет ли будущее у нефтяной Ухты, у газовой Ухты. И Андрей Яковлевич был одним из немногих геологов, который в это верил. И на самом высоком уровне он доказывал то, что нужно продолжать работы геолого-разведочной в Ухте. А это, безусловно, средства, это, безусловно, будущее. В конце 60-х на площадке рядом с квартирой, где проживал Кремс, ему выделили помещение под библиотеку и рабочий кабинет. Именно оно в 1982 году и стало тем самым местом, где сейчас остановилось время. Многие годы именно здесь регулярно собирались специалисты, велись жаркие споры о перспективах Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. За профессиональными консультациями сюда приезжали геологи со всего Союза. Огромная научная библиотека, деловая переписка, подарки и сувениры от коллег, предметы быта, чашки, ложки – все это теперь история. Очки точно Андрея Яковлевича, кружка и синяя, и белая. Это тоже ложка. Слуховой аппарат Sony. Он, конечно, не самый первый, он уже ближе к современным. С этой картой 2 июля 1947 года Андрей Яковлевич и главный инженер Ухтинского комбината Константинов докладывали о состоянии работ по геологоразведке на территории Ухтинского района Иосифу Виссарионовичу Сталину. Научные экспедиции, встречи с коллегами, заседания комиссий. Здесь и редкие совместные фото с погибшим на Волховском фронте сыном Львом. Если присмотреться, этот стенд больше похож на семейный альбом, который ученый оставил открытым для всех желающих. Ведь при жизни двери в его дом тоже были всегда распахнуты для друзей и знакомых. Может быть, кто-нибудь из этих пытливых ребят продолжит начатое им дело. Виктория Науменко, Юрган, Ухта.